Всем привет! Приветствую вас на своем канале Астарта Сантья Тара. И сегодня у нас небольшая премьера. Мы с вами будем делать расклад на цыганских картах на даму. До этого мы делали каждую недельку традиционно на короля, но вот по вашим просьбам будем делать теперь еженедельно на даму. И для вас я специально приготовила такие золотые прекрасные карты. Вот поближе вам поднесу. Вот они вот так будут отсвечивать, но зато для нас прекрасных и чудесных дам они вот такие прекрасные, сияющие, красивенькие. И как обычно выбирайте свой вариант. Кстати, еще что хочу сказать. Пишите, пожалуйста, комментарии. Мне очень интересно с вами общаться, получать от вас обратную связь. Если есть какие-то темы для раскладов или какие-то вопросы, пишите. Если будет много отзывов, желаний, комментариев, то будем как-то составлять и будем делать с вами раскладики на те темы, которые интересны вам. Мы же работаем для вас, дорогие. Так что выбирайте, пожалуйста, свою даму, бубновую, трефовую, либо червовую. Как обычно все у нас происходит. И я перехожу к варианту номер 1. Итак, единички, дама бубновая, трактую для вас. И для вас некий король червовый будет... Заходите вы в период с ним, да, с присутствием некого короля червового и также с интересом вашего партнера короля трефового. Партнером, как вы поняли, я назначила вам короля трефового. И вот он, голубчик, красавчик, у нас уже появился. И вот он к вам со своим интересом. И также король, смотрите, червовый со своими любезностями, со своим интересом тоже к вам. И также король трефовый, но как-то вы, знаете, вот пусто он для вас. Ну вот буднично, вот есть он и хорошо. Дальше, смотрите, будет некий разговор с королем трефовым за дальнюю дорогу, либо в дальней дороге, то есть ближе к концу недельки. Так что вот какие-то вы серьезные вопросы будете, видимо, обсуждать за дальнейшую жизнь или в дальней дороге. Дальше смотрим. Итак, единички. И на сердце у вас какие-то ваши чаяния и надежды, и под сердцем любезности короля червового. И также здесь могут быть любезности. Вот у нас тут появилась и дама червовая. Кстати, не сказала. Король червовый, он у нас был и в прошлой раскладочке. Смотрите, если у вас есть, например, кроме супруга еще кавалер, то, конечно, это может быть он. Ну, вы наверняка об этом знаете, дорогие. Если же здесь никакого третьего лица в ваших отношениях нет, то это может быть кто угодно, и решать вам, я думаю, вы поймете, кто это. Возможно, брат, папа, дядя, там племянник или там клерк в банке. Ну, в общем, любое лицо мужского пола, может быть коллега по работе, друг, соратник, с которым вы часто общаетесь. И в голове у вас, смотрите, свидание. Вы с интересом к встрече с этим королем червовым, и король червовый к вам со своими хлопотами. Также у вас в голове может быть получение каких-то важных бумаг или крупной суммы денег. В ногах у вас ваш партнер король трефовый, и какая-то дальняя дорога, но пуста она для вас. То есть она есть и есть. Вы не волнуетесь ничего, и за него не волнуетесь. Он вот есть, и вы спокойны. Типа никуда он от вас не денется. И хлопочет он, этот король червовый, либо за дальнюю дорогу, либо будет к вам со своими хлопотами, но для вас пустыми. И этот король трефовый вообще для вас идет пусто, может быть, ближе к концу недельки. Что было? Была злость и раздражение на чаяния и надежды и на хлопоты короля червового. И также здесь опять же появляется некая дама трефовая, смотрите. Ой, прошу прощения. Злость и раздражение на короля трефового, конечно же. И также здесь появляется дама трефовая
и со своими хлопотами. Здесь тоже на нее злость и раздражение. Там это может быть подруга ваша, не знаю, свояченица, мама, сестра и так далее и тому подобное. Также в ранней дороге у вас была злость на короля червового. И сам король червовый тоже в прошлом у вас был собственной персоной и со своим домом. Также смотрите, что здесь может быть. Возможно, в ранней дороге здесь вот этот самый король червовый было общение в социальных сетях. Но, видимо, он не проявил к вам должного интереса или что, или был слишком холоден. В общем, вы на него раздражаетесь и злитесь. Что будет? Будете вы переживать за себя, за разговор с вашим партнером, королем Трефовым. И король Трефовый к вам со своим интересом. Также в разговоре с королем Червовым вот, вы получите какие-то новости, либо какие-то бумаги важные. Также этот разговор может быть и с дамой Червовой. То есть разговор могут быть и с королем Червовым, и с дамой Червовой. И в этом разговоре вы и там можете получить какие-то новости или сплетни, что-нибудь в этом роде. И также в дальнем будущем у вас будет дама червовая со своим нечаянным большим интересом к вам. Либо, смотрите, опять же, этот король червовый со своими надеждами, со своими чаяниями также будет в дальнем будущем с нечаянным интересом. В общем, как-то он может у вас ближе к концу недельки как-то проявиться, дать о себе знать или как-то стать более активным в вашу сторону. И главная линия этой недельки, так, сделаем так, видно, не видно, видно. Червовая масть у нас либо король, либо дама, но я все-таки здесь склоняюсь к королю. Со своим интересом к вам будет в ранней дороге. Также в ранней дороге у вас будет свидание с королем Трефовым. Вот-вот оно случится. И также здесь появление некого казенного короля. Также что это может быть? Что ваш общение и вообще отношения, с королем Трефовым вы ставите благородно. И смотрим дальше. Итак, дамы бубновые, трактуем для вас и для вас в дальней дороге интерес вашего партнера, короля Трефового. Он к вам со своим интересом. И также хлопоты короля Червового. Вот он, посмотрите, никуда от вас не уходит. Скорее всего, это король. И могут быть хлопоты некой червовой дамы. Вот червовая масть от вас никуда не уходит на этой недельке. А что у вас для дома? Тут какие-то пустые хлопоты, переживания за даму червовую могут быть. Также можете вы просто пусто хлопотать по дому, обычные бытовые какие-то дела, домашние ваши. И также, смотрите, тут может быть плохое самочувствие. На сердце у вас разговор с этим самым королем червовым. Но, видимо, разговор будет не очень приятный, как-то будет вас раздражать, или опять он будет с вами слишком холоден. И это будет вас злить. Будете вы за это думать и переживать, за этого короля. Что ж такое? Что за король у вас? Что было? В ранней дороге был король Трефовый, и вы на него раздражались, злились. Скорее всего, это такое пустое раздражение. И какие-то новости вы получили в ранней дороге от короля Трефова. То знаете, как еще может быть, что он вас заинтриговал чем-то, типа, у меня есть новости, но и расскажу тебе потом, потерпи. И вот здесь может быть такое еще раздражение. Что будет? Будет у вас только король червовый, смотрите, собственной персоной. И разговор с ним, и свидание с ним, какая-то встреча, и он к вам со своим интересом. Ох уж этот король червовый. Но для некоторых это может быть, конечно, и дама червовая. Но я все-таки склоняюсь к тому, что здесь у вас все про короля. И на пороге вот что будет свидание с неким казенным королем, и какой-то нечаянный большой интерес от этого казенного короля получите. Успокаиваетесь вы любезностями
короля червового или любезностями дамы червовой. Но опять же, я склоняюсь к тому, что все-таки это у нас линия короля, а не дамы, потому что он у вас и на сердце, и в первой раскладочке, да, в начале, и в основной раскладочке в прошлое, и в этой он вылезает, никуда от вас он не уходит, дорогие мои. Это был вариант номер 1. И я желаю вам всего самого-самого хорошего на будущей недельке. Будьте любимы, будьте желанны, будьте здоровы, благополучия, любви, страсти, гармонии, всего самого хорошего. Если видео понравилось, дамы, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень и очень приятно. Это у нас типа премьера. Первый раз мы делаем расклад для дам. Я надеюсь, что он вам будет интересен, и мы будем его практиковать каждую недельку. И всем пока, идем дальше. И дамы трефовые, смотрим на вас раскладик на недельку с 28 октября по 3 ноября. И партнером я вам назначила короля Бубнового. Итак, заходите вы в недельку с неким королем казенным и своими чаяниями и надеждами. И также здесь какие-то переживания, эмоции за какой-то свой интерес, за свою любовь, за какие-то, видимо, связи такого личного характера. И также здесь какой-то нечаянный, крупный, большой интерес вы получили от своего партнера, короля Бубнового, через свои хлопоты. Также тут может быть нечаянный интерес за какие-то деньги, за какие-то бумаги тоже получили вы, скорее всего, от короля Бубнового. Идем дальше. И вариант номер 2. Дама трефовая трактуем для вас. И на сердце у вас какие-то пустые хлопоты, а под сердцем интерес вашего партнера Бубнового короля. Также под сердцем могут быть какие-то важные бумаги и какая-то крупная сумма денег. Вы, видимо, ожидаете ее. В голове у вас раздражение и злость на себя, на свой интерес, и вы за него прям переживаете, болеете за свой интерес. Вот что-то вас беспокоит. В ногах у вас в ранней дороге будет разговор с некой дамой червовой и также некий казенный король. Либо вы этот разговор будете ставить достаточно благородно. Что было? Получили вы какие-то новости или бумаги за свой интерес, за себя. Также в казенном доме была некая дама червовая, и был большой крупный разговор с вашим партнером, с королем Бубновым. Дальше, что будет? Будет у вас разговор с королем Бубновым в вашем доме, если вы совместно проживаете. Если нет, то просто вот разговор с королем Бубновым. И также дама Бубновая здесь со своим домом. Также, смотрите, здесь разговор может быть с королем Бубновым за ваши отношения, за вашу любовь. И также здесь вот собственная персона король Бубновый и интерес дамы червовой. Также в будущем у вас совместный интерес вот с вашим королем, что-то вы будете хлопотать совместно за какие-то свои вопросы, какие-то планы, видимо, вы будете строить. Также основная линия на этой недельке. Смотрите, дама червовая со своими чаяниями и надеждами к вам. В общем, у вас, скорее всего, будут совместные какие-то планы и совместные какие-то чаяния и надежды. Будете вы встречаться, обсуждать их вот-вот в ранней дороге. Что-то будете с ней планировать. Также, смотрите, здесь что может быть, что некий король червовый к вам, за вас будет переживать за ваши чаяния и надежды. Тут тоже также может быть с ней встреча, свидание и обсуждение, видимо, каких-то дел и переговоры, разговоры, что-то будете решать, планировать, анализировать и так далее. Идем дальше. И окончательная раскладочка для вас, дамы трефовые, и для вас. Злость и раздражение на любезности и на самого вашего партнера, короля Бубнового.
Но тут еще, знаете, как может быть, как я и говорила, он вас чем-то заинтригует и будет тянуть эту резину, да, и вы будете злиться, раздражаться, заинтригованная и ждать, что же там он хочет вам сказать, рассказать. Вот, может быть, вот смотрите, злость на вот эти новости, что вам принес король бубновый. В доме у вас разговор с королем бубновым, с вашим партнером, да, и разговор с дамой червовой. Вот она, голубушка. Также здесь может быть разговор и с королем червовым. Знаете, как еще здесь может быть, что, возможно, это супружеская чета, да, червовая масть, ваши друзья, и они просто приедут к вам в гости, и вы будете вот в ранней дороге что-то обсуждать с ними, планировать или просто болтать ни о чем, приятные такие посиделки. На сердце у вас интересы вашего партнера, короля бубнового. И опять вот в казенном доме это самая дама червовая, либо козел, прошу прощения, король червовый, прошу прощения. Ай, дамы дорогие, простите, пожалуйста. Также здесь может быть, что в казенном доме, через казенный дом, из казенного дома вы получите какие-то важные бумаги, либо ждете какие-то важные бумаги и крупную сумму денег. Например, если берете кредит, то в казенном доме, то вы ждете прямо на сердце, за это и переживаете. А эта дама, кстати говоря, из казенного дома, что мы видели в прошлой раскладке, в прошлом вы могли просто ранее вот с этим, например, сотрудником банка, да, с операционистом, там, администратором банка решать какие-то вопросы, связанные там с кредитом или с какими-то бумагами касаемо банка. Что было? Какие-то у вас были просто пустые хлопоты за свой интерес. Видимо, какими-то вы занимались увлечениями или какими-то домашними делами, хлопотали за себя, за свой интерес. Что будет? Будете вы переживать, вот смотрите, за эту даму червовую и за свои чаяния и надежды. Вот о чем я и говорила. Скорее всего, это дама червовая, работник какого-то банка, скорее всего. Вот тут, смотрите, мы видим, да, и вы просто будете ждать от нее вестей, хороших, чтобы она ваши чаяния и надежды, значит, подкрепила какими-то хорошими новостями. И на пороге, что будет вот-вот, некий казенный король и хлопоты вашего бубнового короля. Хлопотать он будет за какой-то большой, крупный с вами разговор. Либо это бубновый король будет хлопотать за разговор, но вы ставить будете его очень даже благородно. То есть разговор будет такой важный, нужный вам и, скорее всего, который вы ждали или который был вам необходим, потому что вот здесь он вас прям интригует, негодник. И успокаивайтесь вы собой. Видимо, успокоение вы на этой недельке найдете в себе. И это был второй вариант, дорогие. Это была премьера раскладики. Первый раз я делаю на своем канале для дам на игральных картах. Надеюсь, что вам понравится. Если понравится, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, конечно, комментарии. Я очень этого жду, общения с вами. Мне прям интересно ваше мнение и что у вас проигрывается. И желаю вам всего самого хорошего, благополучия, любви. Пусть все ваши планы реализуются, ожидания оправдаются. Вот то, что вы ждете здесь, да, если вам они очень нужны. И всего-всего вам самого хорошего, гармонии. С вами прощаюсь, перехожу к следующему варианту. И дама червовая, вариант номер 3, трактую для вас. Партнером я вам назначила короля трифового. Здесь, смотрите, мы видим двух королей, короля бубнового и короля казенного. И ваш партнер, собственная персона, у вас здесь и вылез. И заходите вы в недельку с его хлопотами и также с любезностями и новостями от короля бубнового. Кто это, и решать вам. Если это третье лицо в отношениях, то это, конечно, вы понимаете, да, что это может быть и он. Если нет, то это просто может быть какой-то родственник, друг, брат, сват и так далее и тому подобное. Но заходите вы с любезностями и новостями от этого короля бубнового. Скорее всего, очень для вас важными. И
Также здесь вы ставите достаточно благородно этого короля бубнового, он к вам со своим интересом, а вы почему-то злитесь на него и раздражаетесь, хотя и ставите его благородно. Но здесь знаете, что еще может быть? Если вы, например, практик и занимаетесь какими-то эзотерическими практиками, энергетическими практиками, то здесь, скорее всего, вы можете просто что-то делать, чтобы его как-то привлечь, чтобы он к вам пришел со своим интересом. Также здесь ожидание, скорее всего, какой-то крупной суммы денег или каких-то важных документов. Дальше смотрим. И дама чуловая, смотрим для вас. На сердце у вас хлопоты вашего партнера, короля трифового, и под сердцем его чаяния и надежды. Но также здесь может быть эта самая дама трифовая под сердцем и ее хлопоты на сердце. Решать вам, кто это. Но, скорее всего, здесь все-таки ваш партнер. В голове у вас ваши чаяния и надежды, и в ранней дороге вы со своим партнером, скорее всего, ездили в некий казенный дом. Либо здесь что может быть? Вы с вашей чаяния и надежды у вас в голове, ваш партнер, казенный король, и казенный дом здесь также может проиграться, знаете, как если вы, например, часто сидите в соцсетях, общаетесь в соцсетях, работаете через соцсети, какие-то мессенджеры, тут также могут быть и они. Например, вот если у вас есть YouTube-канал, да, то это может быть и он казенным домом. В ногах у вас вы, любезности этого самого у нас казенного, прошу прощения, бубнового короля, и свидание с вашим партнером, с королем трифовым, и также свидание с некой трифовой дамой. Что было? Был у вас разговор нечаянный такой, в котором вы получили какой-то нечаянный интерес с вашим партнером, с королем трифовым. Также было свидание с королем бубновым, кто это опять же решать вам, да, через ваш интерес. Либо вы похлопотали за это самое с ним свидание. И опять же, смотрите, если, как я и говорила, если вы практик, то, скорее всего, здесь вы могли просто что-то делать, практиковать за свидание с этим самым королем бубновым. Потому что ваш интерес, да, здесь вплотную с этим королем бубновым идет. И что вот также было? Было, скорее всего, опять же, вот смотрите, вот эти вот связочки у нас тесно так вот сплетаются. Если вы практикуете, то здесь вы практиковали за свидание в какой-то дальней дороге с этим самым королем бубновым. Либо вы просто за дальнюю дорогу свою что-то делали, как-то вот переживаете вы за свою дальнюю дорогу, если вы, конечно, не практик. Если практик, то здесь могли что-то практиковать, что-то делать. Что будет? Будет у вас ваш партнер со своими любезностями и некая дама трифовая со своими любезностями. И, конечно, здесь идет интерес к бубнового короля. Этот бубновый король к вам со своим интересом. Но почему-то это все для вас пусто. Что-то он вас, видимо, разозлит или будет не так настойчив, или что-то вот пойдет не так, вы его оставите как-то вот пусто, увы, на этой недельке. Также здесь может быть ожидание каких-то документов или какой-то крупной суммы денег, но вы уверены, что вы их получите, поэтому здесь переживаний вообще никаких нет. Также что здесь может быть? Также здесь через любезности вашего партнера, короля трифового, вы можете получить от него какую-то крупную сумму денег. И это для вас пусто. Ну, то есть даст и даст. Это как само собой разумеющееся. Дальше что здесь будет? Здесь вы будете злиться и раздражаться на разговор с бубновым королем. Опять же, смотрите, он может вас так вот заинтриговать, да, там что-то сказать или не досказать, и вы будете все сидеть, думать, а что же он имел в виду, ну, в голове его содержать, и от этого будет, конечно, злость и такое вот раздражение. Также здесь
ваш партнер король трефовый в будущем, и от него вы получите какие-то новости бумаги. И также дама трефовая, здесь вот и от нее можете получить какие-то новости бумаги. И основная у вас линия на этой недельке. Опять вот этот сам голубчик, король бубновый, и вы ставите его достаточно благородно. Он к вам со своими чаяниями и надеждами, а вы к нему со своими хлопотами. И опять же здесь, смотрите, если вы, конечно, практикуете, то тут вы будете хлопотать за этого короля бубнового, чтобы он объявился, чтобы он вам написал, как-то появился, объявился, приехал, позвонил, как-то у вас, чтобы общение у вас, дорогие мои троечки, складывалось. И смотрим дальше. И троечки, последняя раскладочка для вас. Для вас, смотрите, интерес короля бубнового. И вы со своими чаяниями, надеждами, для вас, вы сейчас важны, такие вот тут эгоистичные нотки, но это, мне кажется, нормально. Думать о себе, о своих желаниях, потребностях, мечтах и так далее и тому подобное. И также здесь получение какой-то крупной суммы денег и каких-то документов для дома. А для дома здесь чаяние и надежда вашего короля трефового и раздражение на некий казенный дом. Также здесь может быть непосредственно дама трефовая и раздражение и злость на некий казенный дом. Опять же, смотрите, если у вас есть блог или вы работаете в соцсетях, какой-нибудь модератор на каком-нибудь сайте, либо сисадмин, работаете там с продвижением сайтов и так далее и тому подобное, вот здесь это может быть оно. На сердце у вас хлопоты вашего партнера короля трефового, и никуда не девается от вас этот король бубновый. Вот он вам нужен, вот он вам важен, вы его прям содержите у себя на сердце, ставите его благородно. Но и также никуда от вас, конечно, не девается ваш партнер король трефовый. И также здесь на сердце могут быть хлопоты этой самой непосредственно дамы трефовой. Кто это, решать вам. Что было? Были вы разговор в вашем совместном доме с вашим партнером, да, и какие-то новости вы получили от вашего партнера короля трефового. Что будет? Будет свидание с королем трефовым и разговор с королем бубновым. Также смотрите, что здесь может быть. Если ваш король бубновый вхож в ваш дом совместный с королем трефовым, то он может просто к вам приехать домой, да, и вы будете что-то с ним обсуждать. И, скорее всего, обсуждать будете вашего партнера короля трефового. Также здесь что может быть? Также вы с дамой трефовой в ее доме будете обсуждать короля бубнового. Тут много разных вот интерпретаций. Пожалуйста, примеряйте на себя, под себя, как у кого проиграется. И на пороге, что будет вот-вот. Будет вот-вот свидание и любезности с королем бубновым через ваш интерес. То есть вы будете хлопотать за это самое свидание. И успокаиваетесь вы чаяниями и надеждами короля бубнового. То есть он вас чем-то порадует. И также тут может быть успокоение этой самой непосредственно дамы бубновой. Вот знаете, тут что еще прослеживается? Если у вас, например, четырехугольник, то здесь это может быть и оно. Но решать вам. И, дорогие мои троечки, это была премьера. Мы первый раз делаем с вами расклад на дам на игральных картах. Да? Цыганский расклад всегда делали для королей. На этой недельке впервые будем делать для вас. Надеюсь, что вам расклад понравится. Пожалуйста, пишите свои комментарии. Нужен он, не нужен он, делать он, не делать его каждую недельку. И я желаю вам всего самого хорошего. Любви, конечно, гармонии, благополучия, страсти и огня. Пусть ваши все желания, надежды, стремления, планы реализовываются, сбываются. И я с вами прощаюсь. Всем пока. До встречи в моих других видео.